Сегодня 13 февраля 2025 года, 17 часов по Берлину, 19 часов по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим наш вещается на канале в YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, не ставьте лайков, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные подключайтесь, общайтесь, задавайте вопросы, и я постараюсь на них ответить. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Америка включила режим ковбоя. Кто попадет под раздачу?» Давайте об этом и многом другом поговорим. Но, как обычно, витаю, Бавонятка. Как обычно, я бы хотел рассказать о потерях бандитов, оккупантов на украинской земле. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1250 бандитов, 17 танков уничтожено, 23 боевые бронированные машины, также уничтожены 58 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 антиаэркрафт системы, 153 БПЛА, 6 крылатых ракет, 168 автомобильной техники и цистерны и 2 спецтехники. Друзья, если кто-то может довести информацию до Генерального штаба Сбройных сил Украины, я прошу внести изменения в этот перечень и дописать гужевый транспорт ослов и лошадей. Обязательно надо указать, потому что это тоже средство для ведения войны. Как-то так. Давайте об этом и многом другом поговорим, как говорится. Важно, друзья, чтобы вы рассылали наш сегодняшний стрим это во время стрима, когда вы это делаете, это привлекает больше внимания, и алгоритмы и TikTok, и YouTube показывают, что это видео интересно и больше рекомендуется. Это очень важно. Поэтому распространяйте ссылку, если вы не находитесь на оккупированных территориях, либо в фашистской России. Как-то так, друзья, как-то так. Ну, а сейчас я бы немножко вам новостей тут накидаю, чтобы вы были в курсе событий, которые происходят. Ну, давайте, что сказал Зеленский. Начнем с того, что сказал Зеленский. Украина не примет мирные переговоры без своего участия. Для Киева также важно, чтобы за столом переговоров были европейские партнеры, заявил журналистам президент Украины во время рабочей поездки на Хмельницкую АЭС. Передает РБК Украина. По его словам, в Европе сейчас есть серьезное беспокойство из-за отсутствия сигналов от США о том, что позиции ЕС будут учитываться в ходе переговоров о завершении войны. Зеленский также прокомментировал свой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся 12 февраля. По словам украинского лидера, Трамп рассказал ему о том, что Путин хочет мира и окончания войны. В ответ Зеленский сказал, что думает о Путине как о враге. И поэтому не доверяет ему. Президент Украины подчеркнул, что для Киева важны гарантии безопасности. И гарантии без вас мы не видим. Какие они, давайте говорить, сказал Зеленский Трампу. 12 февраля Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, а затем объявил, что встретится с ним в Саудовской Аравии. Сразу после звонка Путину Трамп позвонил Зеленскому. Также я вчерашнюю новость говорил о том, что Украине
арестован глава антитеррористического центра, обратите внимание. СБУ задержала главу штаба антитеррористического центра. Его подозревают в работе на ФСБ. Сегодня пришла другая новость о том, что в Украине ввели санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко, пишет Forbes Ukraine. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны, сообщает издание со ссылкой на источники. По словам одного из них, речь может идти о статье о государственной измене. Ни много ни мало. Президент, экс-президент. Хотя для Украины это уже не новость после Януковича. Порошенко заявил в Facebook, что ему отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, и вручили 15 повесток Государственному бюро расследований на каждый день с 14 по 28 февраля. Ну, вот такие вот события начинают происходить. Знаете, сейчас очень многие, сейчас я дальше новости скажу вам, и потом мы потихонечку перейдем к основной теме. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, это Deutsche Welle на русском сообщает, сравнил телефонный звонок Дональда Трампа Владимиру Путину с Мюнхенским сговором 1938 года. Соглашение, заключенное тогда премьер-министром Великобритании и Франции Невилем Чемберленом и Эдуардом Даладье с Адольфом Гитлером, стало символом политики умиротворения агрессора. Это, конечно, новаторский подход к переговорам, идти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен не опускался так низко в 1938 году, написал Бильд на платформе X. Напомним, что тот Мюнхен закончился очень плохо. Историк из Оксфордского университета Питер Франкопан сравнил политический стиль Трампа с действиями Чингисхана. История учит нас, что люди, рассуждающие подобным образом, очень опасны, заявил Франкопан еженедельнику Штерн. По мнению Франкопана, Европа столкнулась с экзистенциальными вопросами, испытывая давление Путина с востока и Трампа с запада. Европа теряет свою значимость. Мы так заняты разглядыванием себя в зеркале, что уже почти забыли о ее предназначении, добавил он. И вот этот текст, он на самом деле самый важный из того, что я вам сейчас рассказал. Но еще тут есть, я, может быть, дальше вам еще буду что-то говорить и рассказывать. Но хотел бы остановиться пока на этом. Дело в том, как правильно говорит историк Оксфордского университета Питер Франкопан, давление Путина с востока и теперь уже давление Трампа с запада Европа не ощущала. За все это время, если вы заметили, да, Америка лидер, Америка очень богатая страна, очень сильная, мощная страна, но Америка не вышибала у входа в казино или в клуб государство, которое имеет свои интересы. Европа же очень уютно устроилась под зонтиком Соединенных Штатов и ничего не делала все это время. За эти не 3 года войны, а за 11 лет войны Европа ничего не делала. Европа очень удобно устроилась, я вам скажу. Как говорится, умный теленок 2 маток сосет, да, так, по-моему, это говорится. Получается, что Европа получает дешевый газ, дешевую нефть, деньги, инвестиции российские. И одновременно с этим говорит о каких-то правах человека, о каких-то принципах. А где эти права человека, где эти принципы, когда касается геноцида целого народа, чеченского народа? Сейчас, когда уже это касается непосредственно Европы,
И тогда, конечно, тоже это касалось, когда это была война против Чеченской Республики Ичкерия. Ну, тогда как бы все сделали вид, что это их не касается. И Украина в том числе сделала этот вид. И вот мы теперь пожинаем плоды того, что происходило. А теперь Америка заступается, Великобритания заступается за Украину. Идет работа, очень много денег вкладывается, оружие передается. Ведь благодаря именно Америке и Великобритании Украина выстояла первые годы, первое время. И Запад неоднороден, как оказалось. Запад, Европа в частности, хочет все делать руками американцев. Ну вот Трамп говорит: извините, товарищи, но так больше дела не делаются. Если вы нас признаете лидером, то нужно, соответственно, и самим защищать свои интересы, и тоже из себя что-то представлять в военном плане. Ну а так получается, что ну такой охранник перед клубом. Да, никакой он не лидер, никто, просто удобный парень, который нужно защитить, там свисток посвистит, посвистишь, он придет быстренько, отгонит там русских, еще кого-то, хулиганов там и так далее. Но так же не бывает. Европа, об этом Джохар предупреждал, когда Европа цинично и лицемерно заявляла о том, что Чечня внутреннее дело России, что скоро настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. А я вам скажу, что это время уже настало. Здесь, в Германии, в частности, в Германии, огромное количество российской агентуры. Огромнейшее количество. Никто не понимает, что происходит. Понимаете? Никто не понимает, никто не верит в том, что мы говорим. Да, нагнетают. Ну давайте сейчас тогда Америка отстранится от защиты Европы. Украине будет помогать Америка. Как она помогала, так она и продолжит помогать. Только вот Европу защищать Америка не будет. Вот о чем говорит в первую очередь Трамп. И говорит, если вы хотите, вы должны сделать так, чтобы таурусы и скальпы били по Москве, по другим городам. А это значит, что Германия, Франция, другие страны должны взять на себя мужество, взять на себя ответственность и начать вести полноправные, полноценные участие во всем этом. Либо как, украинцы и американцы с англичанами воюют, украинцы воюют, англичане и американцы помогают, потом американцы бегают за всеми европейскими странами и просят, ну давайте 2% сделаем, ну давайте 3% сделаем, ну давайте 5% сделаем, сейчас до 5% подняли. И все такие, не, мы не можем позволить себе 5%. А вы можете позволить себе бомбардировки ваших стран? Вы можете позволить себе оккупацию ваших стран? А как по-другому должен? Америка не должна бегать. Президент США не должен бегать, упрашивать там, ну заплатите, ну дайте еще денег. Все должны стать в ряд, если лидер говорит, и делать то, что лидер говорит, понимая, что это всем выгодно. А все хотят, так сказать, на халяву проехаться. На халяву уже не получится. На халяву получилось бы в далеком 95-м году, 94-м году, когда Россия была слаба, когда ФСБ еще было, ФСК, которое еще не окрепло, которое заползло под корягу и пряталось там под корягой. Вот тогда нужно было. А тогда было удобно, из-под коряги, когда вам нефть, газ передают. О, как удобно. Будем брать нефть, газ. И брали не у американцев, а брали у русских. И вот за это теперь приходится нам всем расплачиваться. А как по-другому? И сейчас многие начинают возмущаться. Спасибо, Stop War. Многие возмущаются. Вот нам Америка сказала 500 миллиардов, что редкоземельных ресурсов из Украины будут. Да? Вот украинец мне сегодня пишет в Facebook. Наверное, сейчас меня смотрит. Назаре. И пишет, говорит, ну вот видишь, не бесплатно. Конечно, не бесплатно. А кто в этом мире что-то бесплатно делает?
Давайте оставим Америку, которая находится за океаном. Давайте посмотрим просто внутри Украины, что происходит. Не говоря уже о том, да, есть волонтеры, есть люди, абсолютно это, их вообще это не касается, эта тема. А кто коррупцией занимается? Кто ворует деньги во время войны? Что это как не измена? Что это как не предательство? Во время войны коррупция. Коррупция и в мирное время полагается жестко наказывать. А во время войны это измена. И ничего по-другому это назвать нельзя. Вот нам 500 миллиардов надо отдать. Так эти 500 миллиардов бесплатно вам и так никто ничего не даст. Вы, например, украинцы, не обижайтесь только. Только вы скажите, вы дали что-нибудь Ичкерии, когда она боролась, бесплатно? Не дали. Никто не дает ничего бесплатно. Спасибо нужно сказать, что помогают. А редкоземельные ресурсы, которые нужно еще добывать, там очень много денег туда вкладывать. Во время войны это не делается. И большая часть вот этих редкоземельных ресурсов находится на территории оккупированной России. И вы понимаете, что если эта договоренность будет с Украиной у США, то Трампу же нужно своему народу что-то объяснять. Он же не может взять армию и сказать: вставай, армия, все, идите, сражайтесь, погибайте, и все американцы платите, чтобы они сражались против России. Нет, он правильно говорит, мы за океаном находимся, это Европа должна делать. Понимаете? Спасение утопающего – дело рук самих утопающих, в первую очередь. И во время войны никто не будет добывать эти редкоземельные. Значит, война должна закончиться. Понимаете? Лучше пускай там будут американцы это добывать. А в любом случае что-то платить придется американцам. Понимаете? Там не благотворительность, это не Красный Крест. Это Соединенные Штаты Америки, между прочим. 50 государств, между прочим, так, на минутку. И все англоязычные страны, которые вам помогают. Я не представляю, как вообще язык поворачивается, что-то говорить там. Вот, это неблаготворительность там и так далее. Поэтому сейчас, на мой взгляд, интенсивно ведутся переговоры. И России выставлен ультиматум. Я вчера зачитывал этот свой текст. Сегодня его уже больше не буду зачитывать. Но сам факт того, что ведет переговоры, и там какую-то часть придется оставить. Говорит. Ну, возможно, речь идет там о Крыме. Путину нужно сохранить лицо. Что он что-то там захватил, что-то у него в руках там и так далее. С другой стороны, проверяется реакция у самих украинцев. Украинцы, вам вообще паниковать не стоит. У вас все отлично. За вас такая работа глобальная ведется. Вам просто нужно стоять, как вы сейчас продемонстрировали, можете стоять. Вот и все. Никаких больше вопросов не будет. Если четко стоять и сказать, никаких Крым не отдаем. Может же Зеленский так сказать? Ни при каких обстоятельствах Крым не отдаем. Ни одной пяди не отдаем. Там, по всей видимости, речь идет о каком-то куске земли. Понимаете? О каком-то куске. Курскую область, поэтому Зеленский... Ну, я предполагаю, да, у меня никакого инсайда нет, поэтому я так делаю логическое умозаключение. Зеленский говорит, что мы готовы менять территории. И это может быть похоже на то, что давайте мы вам отдаем Крым, оставляем Крым, а вы нам оставляете Курскую область, например. Может быть, с этим связано. Русские отказались от этого. Сказали, нет, этого мы не будем делать. Свою землю отдавать не будем. Поэтому, потому что если оставить Курск и обменять на Крым, то это поражение. Если хотя бы оставить Курск, хотя бы оставить Крым, но Курск вернуть России, то это победа России, победа Путина. Вот так можно представить, потому что хоть что-то у них должно быть в руках. С этой точки зрения, если исходить, все мы гипотетически обсуждаем. Мы просто из открытых источников информации имеем
доступную нам информацию и на основании ее пытаемся сделать какой-то анализ. Если же сделать так, что Путин, Россия ощутят, или у них будет для пропаганды, да, они потерпели поражение, будет для пропаганды хоть что-то преподнести, что они победили, там, Крым останется за ними, еще что-то, то в этом случае, ну, это поражение Запада в этом случае. Если хоть малейшее будет представление. Поэтому мне кажется, все-таки и на это не пойдут. Идут только разговоры, только риторика сейчас. Поэтому делать выводы и там, все пропало, там, и так далее, это еще рано, очень рано. И этого не произойдет ни при каких обстоятельствах, если Украина будет стоять, как она стоит. Все зависит от украинцев. Все зависит от украинцев. Если будет стоять, ни при каких обстоятельствах не проиграет Украина. А Украина будет в выигрыше. И те же 500 миллиардов, которые Украина, может быть, заключит договор о редкоземельных ископаемых, то это для Украины польза. Это рабочие места, это налоги. Украина сама развиваться, если будет. Там коррупция будет. Ну, еще что-то будет там. И Россия будет постоянно там терроризировать. А если там будут работать американцы, будут платить налоги. Да, там не просто же все забрали и увезли. Платятся налоги, платятся зарплаты там, и так далее. И это делается более технологично, более экономно. И это гарантии. Гарантии, что у вас есть такой большой экономический союзник, который находится. С чем-то нужно жертвовать. И сотни тысяч людей погибло уже, если не больше. Поэтому это решать, конечно же, украинцам. И украинцы что же не мед пьют сейчас, правильно? Хоть мы не говорим об этом, украинская власть не сообщает о потерях, но там мы слышим разные утечки или специальные, или случайные утечки информации. И Украина же тоже истекает кровью. Украина тоже не железобетонная. Нужно какое-то решение. И решение сейчас ищет. Давайте не будем мешать. Давайте будем помогать. Давайте будем не спешить с выводами в это интересное время, я вам скажу. Я лично кровно заинтересован, чтобы Украина выиграла. Для меня самое важное, чтобы Украина одержала победу. Потому что если Украина одержит победу, которая нас признала, для нас это, победа, наша победа, личная, больше, чем для американцев, там, для Запада, всех остальных. Наравне с Украиной для нас. Наша территория вся оккупирована. Наш народ в заложниках находится. Нас онкологией, болезнями, радиацией уничтожают до сих пор. Не говоря уже о том, что отправляют насильно на войну под разными предлогами. Народ затерроризирован, запуган. Для нас это важнее даже, чем может быть для Украины. Понимаете? Вот на каком уровне важность для нас Украина. Поэтому, если будет какая-то, не знаю, слив какой-то Украины, там где-то что-то будет, я первый буду об этом трубить. Я вам обещаю. Я первый буду об этом говорить. Но в любом случае, Украина должна понимать, что только Украина может отстоять Украину. Понимаете? Все помогают, спасибо, низкий поклон, благодарю. Все. Помогли, спасибо, не помогли, ничего, поможете как сможете. И все, и дальше, и все. Украина же при всем при том, что столько вооружения, столько помощи, столько денег, тоже же немного чего смогла сделать в этот труд. Хотя Курск заняли там сперва 1000 километров, сегодня я читал, говорили там наполовину все это уже сократилось, но это важно. Важно то, что Украина зашла на территорию, и еще много будет сюрпризов, я полагаю. Ведь никуда украинские войны и украинский опыт этой войны не делся. Он только набирает свои силы и обороты. Понимаете? Украинцы несут в разы меньше потери. А значит, опытные, сильные остаются в строю. Что не скажешь о России? У России внутри самой проблемы. Огромные экономические проблемы. Всякие проблемы у России. Вот на это нужно смотреть.
первую очередь. Спасибо, Анастасия, спасибо. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья, и дальше будем общаться, как говорится. Так, давайте посмотрим, что в ТикТок. Смотрю немного. Спасибо, Анастасия, и вам спасибо большое. Путину, если не будет выгодно, он ничего не будет делать. Да, конечно. А вы знаете, какая ситуация внутри России находится? Вы знаете, вот только что я зачитывал потери русских бандитов, российских бандитов на украинской земле. 1200 с чем-то убитыми и ранеными. А вы думаете, у них безграничный запас прочности? И чем больше погибнет, чем больше... Это же все у этих всех людей есть родственники. Они увидели эту войну, кто там выжил, например, кто ранения получил. Кто погиб, у них тоже есть родственники. И все злые на Путина, на вот эту власть боятся. Боятся, пока боятся. Пропаганда идет. Все. А посмотрите, мы винить можем всех. Американцев, там, англичан, немцев, всех. Европу. Всех мы можем винить. Но давайте на себя сперва посмотрим. Посмотрите в украинском инфополе, как действует агентура. Просто для внимания, чтобы было понятно. Поэтому это не так все однозначно, как делается. А то, что Путину выгодно, Путин, смотрите, я считаю, мое личное мнение, это то, что Россия не хочет лишаться ядерного оружия, то есть денуклеаризация, лишения ядерного потенциала биологического, бактериологического, химического, который все-таки есть у России. В 1991 году они якобы вроде бы расстались с биологическим, бактериологическим оружием, но все это сохранилось, на мой взгляд. И от России требует этого. Потому что не требовать этого просто нелогично. Денуклеаризации, потому что именно Соединенным Штатам Россия, СССР или Россия угрожает этим ядерным оружием. И реально это угроза для США. И если это оружие не будет лишено, то к чему придет? Считайте, ядерное оружие, Крым у них остался, и они победители. Этого не произойдет, на мой взгляд. Этого не произойдет. Также речь идет смотрите, сегодня новости. В Приднестровье, да, Молдова и вот эта оккупированная Россией территория Приднестровья, там убрали посты, блокпосты убрали. Абхазия начинает говорить, что от России нужно закрываться, мы должны быть независимыми и так далее. Через 30 лет вспомнили абхазы, что им нужно быть независимыми. Это о чем говорит? Это говорит как раз о том, о чем я вчера зачитывал свой этот текст, который я позавчера, по-моему, написал. Где деоккупация территории Грузии, деоккупация территории Молдовы и деоккупация Чеченской Республики Ичкерия. Про Ичкерию, правда, никто пока не говорит. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет обсуждаться, и он не будет задвинут там где-то в черный ящик. Очень надеюсь, но об этом нужно говорить. Вот о чем меня должно беспокоить, да, то, что происходит. А все остальное отлично все. Вот исходя из того, что идет война, Третья мировая война, идут страшные жертвы, потери. При всем при этом все намного лучше, чем могло бы быть. Дайте оружие Украине, Украина будет драться. Так дают оружие. Дают. Вы меня извините, Маруся, но здесь, в Европе, огромное количество молодых мужчин, которые уехали оттуда. И не все дерутся.
Понимаете? Тоже не все так идеально и так все однозначно. И самое сложное в этой ситуации, я вам как чеченец заявляю, мы с меньшими, в разы, в десятки, в сотни раз меньшими силами, если не в 1000 раз меньшими силами, били эту армию. Ну, внутри, в тылу, мы проиграли эту войну. Понимаете? И вы идете по этому же пути. Вот Украина, вот вся вот эта агентура, которая собралась. Но если Ермак прямо украинскими офицерами, полковниками обвиняется, то, что он работает на русню, что его отец там какой-то гибнюк и так далее. Ну куда еще это? Куда еще? Невзоров, почетный гость, гражданин Украины. Ну, посмотрите, Евгений Киселев, Евгений Севастьянов, все, Гордон, как его, Соловей, уже этого, как его, Максима Шевченко приглашают. Ну, Шевченко-то ладно, Соловья приглашают. Да все, ну посмотрите просто. Это нужно зачистить, вы не победите. Вот о чем нужно думать. Если не зачистить их, вы не победите. И тогда должен включиться режим ковбоя, режим шерифа. Америка включает этот режим шерифа и будет добиваться этого вопроса, чтобы Украина должна быть зачищена. Но для того, чтобы зачистить внутри Украины, вы будете потрясены. В Америке нужно зачистить то же самое. Понимаете? Здесь все далеко зашло, понимаете? Переплетено борьба с терроризмом, с так называемым исламским международным терроризмом, в который незаконно включили Чеченскую республику и чеченский народ, сделала Россию рукопожатной, и она во все структуры влезла. Понимаете? А еще в арабском мире у нее связи столетние, у их КГБ. И, конечно, это глаза, уши, информация и так далее, и так далее. Это огромная работа проводилась. А кто дает гарантии, что вот эти все люди, кто сотрудничал с этими русскими, не коррумпирован? Кто даст гарантии? Я не могу дать эти гарантии. Если вы вместе там убиваете людей, воюете, там целые операции, вы на доверии все это происходит. Вы же должны доверять с людьми, которыми получаете от них информацию, там, вместе проводите какие-то операции совместные, вместе водочку попить и так далее. А русские умеют вербовать, подходы искать, там компрометировать, там, где-то еще что-то делать. Понимаете? Поэтому нужно внутри Европы. А Европу не зачищает никто. Украину никто не зачищает. Вот сейчас Америку начали зачищать. Все должно быть степ-бай-степ, как говорится, шаг за шагом. Поэтому все отлично, все супер просто. Но нужно всем действовать, всем. Не одним воинам на передовой и там американскому там ВПК или их каким-то там спецслужбам. А всем европейцам, всему украинскому обществу. Нужно раненых, мобилизованных, демобилизованных, или дембелей, да, как называется, кто вернулся с войны. Их на посты расставлять. Слава богу, кадры уже есть у Украины, проверенные, именно военные. Хотя и среди военных, я уверен, есть тоже агентура. Поэтому большая работа предстоит. Это же не просто так. Вот, вышли тут, побили их на поле боя, и все закончилось. И оказывается, намного все сложнее и труднее. Так, давайте немножко еще. Можно верить в другие страны, но это делает народ России. По факту убивают украинцев русские. По факту, да, абсолютно так. Абсолютно. Хоть и на стороне Украины воюют русские, но с той стороны русские имперцы. В политическом смысле русские с той стороны. Да, они убивают. И вот всех граждан Украины они уничтожают. Ведь прямо было заявлено денацификация
То есть лишение национальной идентичности украинцев. То есть уничтожение людей по этническому и национальному признаку. То есть это геноцид. Путин прямо сказал, что он совершит геноцид над всем украинским. Не просто людьми, над всем украинским. Не останется ничего, ни культуры, ни творчества, ни языка, ничего не должно остаться. Денацификация. Нет больше украинцев. Где-то там, как останутся там чукчи, там еще кто-то. В планах так было. Прямо заявляют о геноциде. Помните его рожу? Правда, абсолютно меня она не устрашила, когда он это говорил. Просто вызвала омерзение, когда он говорил. Но рожа такая была, готовая на все. Готовая вообще стирать. Ну вот и мы видим, делают все, что могут. Америке выгоднее дать сожрать Украину рашка. Ни в коем случае, о чем вы говорите. Это абсолютно не так. Ни в коем случае. Америка друг. Друг. Но посмотрите, Америка имеет как-то свои какие-то подходы. Она сперва доверием подходит, а ее бортанут. Лохи. Бабки шлют, будем воровать там. Что осталось министром обороны Украины? Куда он делся? Почему его сняли с должности? Что стало с двумя заместителями ГУР? Ну это уже не коррупция там, 3-10. А как это так? Нет, Украина, США не собирается сливать Украину. Но и церемониться, и нянчиться тоже не будут. Это тоже нужно понимать. Никто никому ничего не должен. Дают, спасибо, и дальше трудимся. Все пока отлично. Даже лучше, чем могло бы быть. И хорошо, что режим ковбоя они включили. Очень хорошо. При Байдене такое умиротворение было, хотя и Байден, и Блинкен сделали очень много. И их тоже нужно, это тоже нужно признавать. Посмотрим, что сделает Трамп и Рубио. Посмотрим. На самом деле, все только начинается. Все самое интересное. И я полагаю, что так все быстро не закончится. Так все быстро не закончится. И Россия не выйдет отсюда победителем. Я в этом убежден. Потому что если Россия выходит победителем, то весь Запад становится проигравшим. Не просто Украина, а весь Запад. Это не допустит никто. Валейкум. В Америке все структуры власти, суды и так далее независимы. Это не РФ, где один Путин. Валейкум, человек. Машой. Привет с Украины. Витаю, Украина. Хай Путин сдохнет. Амин, Максим. Амин. И не только один он. Пусть все ФСБ сдохнет. Давайте почитаем, что вы нам пишете здесь. YouTube, дорогие мои. Наш канал продолжает подвергаться атаке. Вчера, правда, я видел, что вроде бы YouTube опять занялся моим каналом. Наконец-то я уже везде написал, кроме ЦРУ, везде я уже успел написать. И вроде бы что-то они там начали делать. Посмотрим. Один страйк сняли, уже отлично. И дальше будем продолжать. Добрый вечер, вы откуда? Так, я из Германии вещаю. Нет, я отец Ходорковского. Я не брат, я ему отец. Германия привыкла дешевый газ с России. И не только Германия, все. Все очень хорошо устроились. И давайте справедливости ради, и Украина тоже к этому привыкла.
Это очень трудно, да, как наркоман слазит с героина, точно так же трудно слазить, когда такие потоки, особенно если большая коррупция на этом деле. Добрый вечер. Я не раз вспоминал Европу внутренним делом России. Германия, наоборот, боролась против США все это время. Лишь ситуация в Украине показала серьезность ситуации. К большому сожалению, РМ, вы правы. Не в прямом смысле, что она боролась, но всячески саботировала все, что делалось, учитывая свои национальные интересы. У меня свои национальные интересы. Я сегодня смотрел картинку одну, большой такой корабль, и каждый себе по доске отрывает и делает себе плоть, ну, себе маленький, вот лодку делает такую. Каждый, и он, большой корабль, соответственно, тонет. И вот каждый себе. А что, Америка, она что, лыком шита или что с ней? Ее нужно, лохи там, что ли, находятся? Доброту нужно воспринимать правильно. Это не измена, это оппортунизм. Моя хата с краю, так сказать. Ну, да, Дмитро, совершенно верно. Это оппортунизм. И конформизм даже. В Украине нету евреев, нет. Так, салам алейкум, брат. Салам алейкум, ассалам, Макс, витаю. А дружба Трампа и Орбана откуда взялась? Ну, я не знаю, откуда взялась, я просто за Орбаном особо не наблюдал, но я вам скажу, что Орбан, он не путинский человек, он больше трамповский человек, американский, проамериканский человек, понимаете? А нам вбрасывают, здесь ведь много-много игроков внутри Европы, в самих Соединенных Штатах Америки. Там ведь тоже у них идет борьба. Вот это и есть демократия. К сожалению, много разных мнений. И мы точно так же высказываем свое мнение. А если мы жили при диктатуре, нам бы нельзя было говорить свое мнение. Была бы одна линия партии, и вот так бы все двигались. Для добывания ресурсов нужны технологии, вложения, деньги и так далее. Конечно. Саш, что будет с Курской областью? Макс, я думаю, что Курская область останется за Украиной. По крайней мере, вот часть, которая сейчас оккупирована или освобождена Украиной, она останется за Украиной, я думаю. И дело в том, чтобы, мне кажется, чтобы Россия не могла шантажировать газом, а там находится, по-моему, один из основных хабов газовых. Поэтому я думаю, останется за Украиной. Но ни в коем случае отдавать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Только в крайних случаях. Аслан, такой вопрос. Сохранить лицо Путина, а перед кем, для кого нужно сохранить лицо? Выглядит крайне глупо. Да, это я имею в виду, когда там Путин говорит оставить Крым, сохранить, это позиция Путина, позиция ФСБ. Сохранить систему, вот начал говорить, и денуклеаризацию. Опять ухожу на какие-то темы и недорассказал. Главное для России, для ФСБ, сохранить свою систему. Это самое главное для России, для ФСБ. Ну и для того, чтобы эта система была защищена, нужно ядерное оружие. Ну и, конечно, это банд-армия, которая обслуживает ФСБ и вот эту так называемое несостоявшееся неодворянство. Поэтому
сохранить лицо Путину — это самоубийство для Запада. Не будет его сохранять. Но, как говорится, реал-политик. Исходим из того, что есть. Но Путин, я не знаю, саму систему уничтожат или нет, осудят, будут преследовать как террористов по всему миру. Но без этого, это катастрофа, без этого. Поэтому сохранять лицо американцы не заинтересованы. Потому что слишком много сделано и сказано, чтобы еще сохранять это лицо. Это мурло. Если Трампа убьют, ничего не изменится. Так, на всякий случай. Ничего не изменится. Во-первых, его будет очень сложно убить, вам, русским. Но даже если вы сможете это сделать, ничего не изменится. Так. Не будет Крым и Трамп Рашке уступать, как в первую каденцию. Был закон, что Крым — это Украина. Но в первую каденцию Трамп ничего не уступил Рашке. Ничего. При Трампе было уничтожено от 400 до 600 российских вот этих ГРУшников ЧВК «Вагнер», как так называемые. И Путин не пискнул даже. Американцами. Прямое столкновение было, и американцы уничтожили. Даже не пискнул. У Трампа есть такая, знаете, привычка или такое правило поведения, где он задабривает, где он постоянно хвалит. Перед тем, как намазать на хлеб и съесть, он хвалит. Какой ты крутой, ты такой супер. Там это... Я думаю, с Путиным это не будет работать. Но в любом случае, вот он такой человек, которому за 70 лет, он уже сформировавшийся уже человек, и он так ведет и свои дела. Поэтому не слушайте, когда он кого-то хвалит. Это еще не показатель, что он вас не съест. Сам факт, что Америка включила ковбоя, понимаете? Америка начинает в режиме ковбоя действовать. Это же не один Трамп. Там вся американская система заточена на это. Но, конечно, они учитывают свои интересы. В первую очередь. Америка вновь великая. Никто же не говорит Украину сделать или Ичкерию сделать вновь великой. Нет, делают Америку великой. Как украинцы отстаивают свою, так же американцы отстаивают свое. Ну вот совпали интересы. И это очень хорошо, что у Украины появились такие союзники. И они могут быть не всегда. И я предупреждал, что Америка не будет церемониться. Если вы сами жестко внутри своей страны не доводите порядок, коррупцию, там, предателей и так далее, они все видят, они нас смотрят, что мы говорим, анализируют, другие, третьи, десятые смотрят. И в итоге приходят к мнению, что а что это нас за дураков держат? А давайте покажем им, как нас держать. Невыгодно нас держать за дураков. Так. Шалом. Шалом, Ян. Все будет Ичкерия, да, Алмова. Мистер Эвард, хоть один из твоих прогнозов сбылись, говорит. Ну, ты спроси моих зрителей. Практически все сбылись. Практически. А так, и тебе Бог в помощь и YouTube. Смотри, наслаждайся, изучай.
лучше они Симоняна и Соловьева пригласят и дадут гражданство. Шамиль, ну знаешь, было бы справедливо после деоккупации Чеченской республики Ичкерия, если бы мы, чеченцы, в Ичкерию пригласили бы Симоняна и Соловьева. Ну, Симоняна хотя они оба против нас действовали, поэтому как бы некорректно, ну как Невзорова, украинцев, пригласить, дать гражданство и пусть вещают. Око за око, как говорится, да, хотя мы кричали, я об этом предупреждал, писал, видео снимал, все равно не там Невзоров, у него же там 3 миллиона подписчиков. Эх, было бы правильно, справедливо было бы, да, если бы мы так сделали. Денацификация – это уничтожение нации. Да, Дулат, абсолютно верно. И он прямо об этом вначале сказал. Запад перенаправляет в сторону Индии. Не знаю ничего по этому поводу. Я знаю, что если до субботы, до 12 часов не будут отпущены израильские заложники, то у Хамаса будут большие проблемы. И, скорее всего, Иран тоже может сейчас на себе почувствовать всю силу и мощь Соединенных Штатов, Израиля и других западных стран. Чеченцы хотят жить в союзе с США. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, какая следующая страна, на которую нападет Россия? Не надо ждать, Зарина, не надо ждать. Всем нужно собираться. А так, да, я вот с Никитой согласен, это может быть Польша. Ну, знаете, они прямо говорят, они ничего не скрывают, причем они давно говорят, они уже 20 лет об этом, 15 лет точно об этом трубят. Они восстанавливают Советский Союз. Причем Советский Союз восстанавливается не просто по территории Советского Союза, там страны Средней Азии, там страны Балтии, там, кстати говоря, которые Запад так и не признал частью Советского Союза. Весь вот этот Варшавский договор, вплоть до ГДР, Восточная Германия, германская ГДР, Германская Демократическая Республика, ДДР по-немецки. Они восстанавливать собираются. Планы такие. Но сейчас каждый день их планы откладываются на неопределенное время, потому что победить они не могут. И это заслуга целиком и полностью украинского народа, украинских воинов. Ну и Запада, который помогает им. Ассаламу алейкум, свободу чеченскому народу. Амин. Амин. Ва алейкум ассалам, Джони. Дмитрий Коваль, слава Украине. Героям слава, Дмитро. Героям слава. Добрый вечер. Как вы после независимости будете отстраивать отношения с Израилем? Привет из Хайфы. Шалом алейхум, Flying Snake. Flying Snake. Я лично хотел бы иметь
очень тесные, союзнические во всех смыслах, политическом, военном смысле, в экономическом смысле. С Израилем, Соединенными Штатами, с Германией и с Британией. И с другими европейскими, конечно, странами. И я лично хотел бы иметь очень долгосрочные и очень сильные, надежные отношения с Израилем. Я бы хотел бы так. Но я не политик, еще раз. Я правозащитник и не собираюсь ни в чем участвовать, но собираюсь отстаивать правду. Отстаивать правду. И вот мое мнение вам. Кстати, так много говорили, что еврей. Я решил немножко не стричься. И вот видите, у меня уже волосы закрутились, как у евреев. Так что, да, они у меня всегда были крученные. Аслан, салам алейкум из оккупированного Дагестана. Мы должны все стремиться к свободе. Приспешников Путлера ждет неминуемое наказание. Ва алейкум ассалам, Александр. Я вам скажу, Александр, если вы находитесь в Дагестане, то вам не следует писать, где вы находитесь, и беспокоиться о своей безопасности. Я каждый раз это напоминаю и вынужден напоминать, хотя это мешает продвижению канала, но я должен думать о вас. И люди, которые разделяют мою позицию, мою точку зрения, для меня очень важны и ценны. Пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности, друзья. Не говорите, откуда вы. Салам алейкум из Ташкента. Мир нам, братья. Ва алейк салам, Фархот. Ва алейк салам. Амин. Амин. Ассалам алейкум. Путин управляет Россией по книге Макиавелли. Государь, все его действия там прописаны, как надо действовать, управление народами и государством. Ва алейк салам, Артур. Но не только Макиавелли об этом писал. Макиавелли в основном известен своим цинизмом и своей реал-политикой, то есть беспринципной политикой, безграничной, безрамочной политикой. Поэтому именно так, да, чистый макиавеллизм Путин использует, но это не только он, Макиавелли первый об этом заявил, и многие так действовали именно по макиавеллизму. Да, Путин абсолютно, Путин мы говорим, не Путин, ФСБ, учреждение ФСБ, это суть российского государства. Вот они, да, действуют. Ну, они всегда были беспринципными, аморальными сволочами.
Петро Ляшенко, нас, украинцев, 40 миллионов. Мы маем свою армию 10 миллионов для обороны, та 4 миллиона для наступа на Москву. Да, к большому сожалению, Петро, я полностью с вами согласен. И как и еврейская нация, вы становитесь, вы были и становитесь сейчас уже заново, снова нацией воинов. И только сильных уважают и к ним прислушиваются. Это все верно. Знаете, если бы эти 3 года не теряли бы мы, слушая разных Арестовичей, Фейкиных, Невзоровых и других мерзавцев, нормально создали бы и русские батальоны, российские, кто переходят, а не какие-то симулякры, имитации и так далее, то, мне кажется, продвижение было бы намного быстрее и больше. И поэтому сейчас, если Америка включает режим ковбоя, это не потому, что ей так нравится, а потому, что не дошли до нужного результата. Евреи воины, говорит. Конечно, Серж, а ты не знал? Трудно, да, это признать. Вам придется за все заплатить евреям. За этот Хамас, за все вместе с арабами. За 7 октября вам за все придется платить. Конечно, евреи воины. И они показывают, что они воины. Понимаете? Вы, конечно, хотели бы их снова в печах жечь, да, как нас, Чернокозова, там, истреблять массово. Увы и ах, придется расслабиться. Бомбить безоружных людей — это воинство, говорит Серж Леон. Серж Леон, а кого вы бомбили в Чеченской республике Ичкерия? Не безоружных вы бомбили? Может, у нас какое-то оружие было? Вы же себя воинами считаете. О чем ты говоришь, а? Фашня, о чем ты говоришь? Бесстыжая фашня. Бесстыжие, странное понимание у чеченцев. Да, абсолютно, Серж. Странное для русской фашни мое понимание. Я не иду по вашим лекалам пропаганды. У меня есть своя голова и своя точка зрения, понимаешь? И вы удивлены, почему это, как это так? А вот так вот. Мы разобрались в этой ситуации. И сейчас разъясняем чеченцам, понимаешь? Вот заходят, мне тут гадости пишут, там, сомневаются в том, что я говорю. Ну, кто вас заставляет? Ну, кто вас заставляет, а? Скажите, кто вас мучает, что вы заходите, мне пишете все эти комментарии? Бедолаги. Вы, ну, мне раскручиваете только стрим. Спасибо, что поделаешь. А газа не будет. С газой что будет, говорит. Тот ему отвечает, газа не будет. Газа не будет. Газа не будет. Не знаю, что будет с газой. Я знаю, что террористов там точно больше не будет. Угрозы со стороны Газы, сектора, не будет для евреев, для Израиля. И это правильно. Это нужно исключить угрозу полностью.
Турпал. Знаешь что, сходи-ка ты в другое место. Ну вот одно и то же пишете. Абсолютно, Джевиш, абсолютно. Это ФСБшники заходят и пишут вот эту ерунду. Я твою мать могу продать. Хочешь? Хочешь? Я продам твою мамку. У меня большой канал, я могу. Фотку пришли мне. Хорошо? Продадим ее. Задешево причем. Вот тебе понравилось М, да? Ты у нас женщина или мужчина? Я так понимаю. ГБшница. ГБшница, сразу видно. У нее вот это, как ее, глаза видны, рыцарь средневековья, да? Сразу видно, да? Муслим Дейрвацеро, КГБшник, ух. Aynen yukarı olmuş да? Aynı son del. Эй. Камаджоба и Сакартуэла. Кавказ будет един. Ниса. Абсолютно. Как и Марджос. Сакартуэла. Дай Бог, дай Бог. Первый раз вижу здравого чеченца. Вы просто мало общаетесь с чеченцами, понимаете? Поэтому, видите. А так, в основном, здесь вся КГБшная агентура работает. Ассаламу алейкум, Асан. Мне кажется, Путин не остановится после Украины, дальше пойдет по бывшим республикам. Алейкум ассалам. Да, именно так, планы такие, планы грандиозные. Но им не суждено сбыться. После Газы исчезнет и Западный берег, а потом и Палестина. Такова мечта друга Путина Нетаньяху. Однако не все мечты сбываются. Но и Палестина не может исчезнуть, потому что это географическое обозначение, но останется навсегда. Западный берег, я не думаю, что он исчезнет, если он не будет совершать геноцид еврейского народа. А Газа, ну, к сожалению, вот эти радикальные формы привели к тому, при помощи России, Ирана, привели к тому, что вот совершен был такой акт геноцида в отношении еврейского населения. Поэтому сбудутся или нет, не знаю. Но Трамп настроен очень серьезно и сказал, что все будет наше дело. Убийство палестинцев, у тебя в отместку за убитых чеченцев? Нет, конечно. Причем здесь убийство палестинцев и убийство чеченцев? Вы неправильно все интерпретируете. Совсем не так все. Евреев 6 миллионов, да, сейчас может 10. Ну, в Израиле, например, находится. Арабов 200 миллионов. Евреи не отказывают 23-му государству арабскому. Их 22 сейчас на данный момент. По-моему, 22, если не ошибаюсь. И 23-му государству. Это арабы отказывают в праве Израилю на существование. А теперь, я тебе привел сравнение. Теперь сравни это с Ичкерией 1 миллионным и 150 миллионами или 90 миллионными русскими Россией.
Ну и всем, кто ей помогал из бывших советских республик и так далее. Мы русским не отказываем в праве на свое государство, хотя оно самое большое в мире. Русские отказывают нам в праве на свое государство, на свою независимость и свободу. Вот где параллель. И именно арабы являются друзьями Путина, а не Нетаньяху. Хотя Нетаньяху тоже являлся, как многие говорят, соглашусь я, допустим. Арабы являются уже 100 лет проводниками советской, самой сатанистской системы в этом мире. Их интересов, их политики проводниками являются. Арабы. Поэтому ты себя ставь на место евреев, а арабов ставь на место русских. И тогда у тебя аналогия будет просто идеальной. Вот в чем разница между нами. И эти, те самые главари вот этого сектора Газа, Халид Машаль, который на демократических выборах был избран главой вот этого сектора Газа, первым делом, как только его назначили в 2005-м, полетел в Москву, вероятно, за деньгами и инструкциями. И ему задали вопрос, а тогда шел настоящий геноцид, не выдуманный геноцид. Да, в секторе Газа было очень жестко, и я не оправдываю Цахал и так далее. Но геноцида Израиль не совершал. Понимаете? Это тоже нужно признать. В отличие от этих хамасовцев, которые заскочили и убивали именно то, что ты женщина, мужчина, без разницы. Вот это уже был акт геноцида. А эти в отместку, да, может быть, были военные преступления. Война сама это большое преступление. Любая война это преступление. И где-то были и перегибы, и жестко было, все это было. Ну, по-другому на Ближнем Востоке войны, в принципе, и не ведутся. Что было в Сирии, вы помните, как там. То одни, то другие друг друга вырезали. Что Асад делал со своим населением, что ИГИЛ делал и так далее. Мы все это видели, помним. Поэтому аналогия будет точная, если ты сравнишь себя с Израилем, а арабский мир с русской империей. Вот тогда будет точно. Салам, Аслан, ты как всегда прав. Спасибо, Андрей, витаю тебя. Нет, Серж, короче, ты в пролете, ты недостоин моего ответа, понимаешь? Ты на работе, поэтому ты убираешься из моей переписки. Я тебе слишком много незаслуженного внимания уделил, понимаешь? Не умеешь ты вести диалог. Давайте дальше. Аса, я скажу тебе секрет. Если не будет распада России, в будущем русские уничтожат Израиль, Америку и Европу. И с ником И человек. Я абсолютно с тобой согласен. Я 100% с тобой согласен. Речь идет о восстановлении сейчас постсоветского пространства, о планах русских. А затем пойду дальше, если это им удастся восстановить. Я не знаю, это фантастические просто мечты русских, но я абсолютно с тобой согласен. 100%. Они пойдут дальше. Так. Как я отношусь к хищным грузинам? Я отношусь к грузинам как к своим кавказским братьям. Как я к ним могу относиться? Грузия это наш президиум, единственная легитимная власть чеченского народа и государства, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аят Эдигов прямо не раз однозначно заявлял, Грузия это наш центральный союзник, центральный партнер. И это не просто так, это наше стратегическое видение этой ситуации на Кавказе.
Сегодня Гибняка вот убили в Пскове. Это не могут. И неизвестно, если вдруг Россия победит, это на голову больной диктатор опять депортирует чеченцев и ингушей. Абсолютно. 100% мы находимся под угрозой уничтожения полного просто. Если если Украина проиграет, Россия победит, первые, конечно, будут чеченцы, которые попадут. Служат они, вы посмотрите на этого генерала русского, который там Ахмат возглавляет у них. У него отца убили, брата убили, дядю убили, там кого у него только не убили, за Россию он воевал против своего народа. И все равно он сидит, доказывает, что он я свой, а ему да ты там чурка и такой, сякой. Вот и все. Никогда мы не будем для них своими. Приветствую вас, солнечного Таджикистана. Амин. Приветствую, Амин. И солнечный Таджикистан тоже. Саша Косоев. Господи, говорит, какое уничтожение Чечни, Ингушии? Вы что несете, говорит Саша. Саш, вы точно так же говорили и уничтожали 30% чеченского народа на глазах всего мира. Вы точно так же говорили, уничтожали грузин. Вы точно так же говорили, уничтожали, сейчас уничтожаете украинцев. Черт побери, у вас что, память как у рыбки, 5 секунд там какой-то там рыбки. Вы ничего не понимаете или просто вы циники просто такие, фашня такая? А? Алейк салам, интикам. Баку. Ассаламу алейкум. Да, русские мечтают сделать Кавказ весь русским. Не только Кавказ, весь мир они пытаются сделать русским. Но пока получается только лужа под собой. Все. Россияне понимают только скрепный язык силы на русском. Да, славянин, точно. Россияне понимают только язык силы. Только когда в пятак дашь, до крови нос разобьешь, вот тогда, пока кровь будет течь, будет понимающий. После этого опять начнется. Россия не до империя зла. Абсолютно патриот. Ну так, давайте послушаем. Салам, Асан, я рад, что ты в ТикТок. Спасибо, Басы, салам, салам. И знаете, ТикТок, он свободней, ко мне, по крайней мере, чем YouTube. Так что вот такие вот дела. Привет из Алматы. Как вы думаете, что дальше будет с Украиной? Украина победит. Аллах, Казахстан. Мокш Айоша. Дик Адал Бухастам. Алейкум ассалам. Научикант. Путин президент. Да, мира. Точно, да.
салам ичкирийцы, салам, салам, Маргвелани, Мамука, салам, брат. Так. А нет противоречий США, друзья Израиля. Израиль уничтожает Палестину. А у тебя сзади флаг США, который твоих единоверцев уничтожает. Вы такие лицемеры руснявые. Вы про каких-то единоверцев вспоминаете. А где вы были вместе с этими единоверцами, когда вы нас геноцидили, на самом деле геноцид совершали над нами? Где вы все были? Где вы не заступались за нас? Где наши братья-мусульмане, в кавычках, были бы братьями, они бы заступались бы? Где вы все были? Вы такие лицемеры, россияне. Вам хочется, чтобы вот сейчас, когда вам это выгодно, чтобы все бросились и выполняли ваши желания, ваши хотелки. А нет, так не будет. Так не будет. Вы фашня, понимаете? Такая же фашня, как все, кто с вами дружит. Ты мусульманин? Конечно, я мусульманин. Конечно, я мусульманин. Привет из Владивостока. Приветствую, Егор. Привет, Владивосток. Путин президент виртуального мира в матрице. Абсолютно патриот. Патриот. Абсолютно согласен с вами. Как Израиль ответил, говорит. Ты имеешь в виду, палестинцы сказали, что внутреннее дело, геноцид чеченского народа, это внутреннее дело России. Это братья-мусульмане, да, на Хамас переводится. Или исламский джихад, там масло масляное такое. Или как будто бывает христианский джихад, или иудейский джихад, буддийский джихад. Да, это все лицемеры, это твари, которые находятся во главе и используют и свой народ, и чужие народы. Это твари самые настоящие. Понимаете, это самые настоящие фашисты. Это так, чтобы ты понимал. Израиль, знаешь, что сказал Шахзод? Когда началась война, в отличие от Таджикистана, Узбекистана, я не знаю, откуда ты, Израиль сказал остановить войну. Об этом есть видео, где Джохар говорит. Первая страна, ни Турция, ни Таджикистан, ни Узбекистан, ни Палестина, арабы Палестины, сектор Газа. А Израиль сказал остановить войну. Да, 50 на 50 они проголосовали, и дальше не пошло это все. Но были же люди, которые за нас уступали. Поэтому, а что делал Таджикистан, например? Что делал Узбекистан, когда уничтожался? Ну, кроме дуа. Простых людей. Я про власть говорю. Простые люди всегда были за нас. И турки были, турецкие граждане, и азербайджанцы были, и таджики, и узбеки были. Все за нас были. Я это не спорю. Что ваши государства делали для этого? Ничего. Помогали русским нас уничтожать. Виктор Толпекин. Уважаемый Аслан, с уважением к вам и вашему свободолюбивому народу. Украинец, отец воина, героя, погибшего, защищая Украину. Примите, уважаемый Виктор, мои искренние соболезнования. Мы вместе должны победить империю зла и дать свободу нашим народам. Я полностью разделяю вашу точку зрения, Виктор. И с первых дней войны, 11 лет уже, с 2014 года, я с 2013 года предупреждаю украинцев, что на вас нападут,
и что они все делают так, как это было по отношению к Чеченской Республике Ичкерия. Я об этом писал еще, когда находился в Москве. Писал с украинских чатов, группах. И Зелла такая была, радио такое было, помню. И там говорил. Да, мы должны это сделать. Мы должны это сделать и навеки вечны, и избавиться от этого русского империализма, который не дает нам житья. Салам алейкум с Украины. Ва алейкум ассалам, Волод. Ва алейкум салам, Украина. Аслан, чеченцы очень хотят, чтобы на Кавказ пришли американцы. Да, и было бы хорошо, чтобы у американцев это желание пробудилось. Вот для этого мы тут и вещаем, в том числе для этого. Генерал Дудаєв казав ще раніше, що таки рашка, але шкода, що його до сих пор не почули, шкода. Да, Джохар много что нам предупреждал и говорил. И это нам помогает. Мы теперь понимаем, что это все не просто так. Понимаете? Не просто так. Мы говорили изначально. Вот у нас был такой Абдурахман Ахтарханов. Он здесь в Мюнхене похоронен. Это старый советский еще, советских времен, еще со сталинских времен такой был антисоветчик, который перешел на сторону Запада, Европу. И после этого уже с американцем преподавал, кстати говоря, если я не ошибаюсь, в университете для сотрудников ЦРУ. И рассказывал очень много полезного, интересного во всем об этом. И тогда мы все предупреждали, он предупреждал, еще в 91-м или 3-м, по-моему, или во 2-м году предупреждал, что возрождается новая империя советского образца. В 92-м году он писал, а Джохар Дудаев и Абдурахман Ахтарханов, они были друзьями, товарищами и так далее. И они знали, что говорят. Знали, что говорят. Всем нужна была нефть, газ и все другое. И вот мы пришли к тому, к чему пришли. На пороге уже глобального просто кризиса мы стоим. Спасибо, Анка, спасибо всем за подарки, друзья. Спасибо. Постоянно вы пытаетесь меня перетянуть на тему про Израиль, про арабов Палестины и так далее. Я много раз говорил, вот смотрите, Шазот, ты пишешь, что страна приняла, ты мусульманин, я так понимаю, да? Одна страна в мире, принявших евреев на свою землю, и они таким способом ответили спасибо, говоришь. Шазот, ты же мусульманин, да? Давай мы с тобой как мусульманин с мусульманином поговорим. А кто был Моисей? Кто был Моисей, который выводил евреев из Египта и так далее? Кто он был? На какую землю он пошел? Где, ты помнишь, я сейчас тебе точно суру не скажу, но тебе еврейский Google поможет разобраться в этом вопросе.
какой суре, в одной из сур Корана говорится, что я дал вам эту землю, и живите и защищайте ее. И если вы ее оставите, я сейчас приблизительно это цитирую, если вы ее оставите, то на вас падет Божья кара. Понимаешь? В Коране это написано. Ты же мусульманин, ты же должен знать такие вещи элементарные. И ты говоришь палестинцы, да, там жили арабы Палестины, бедуины жили, позже черкесы туда переселились, там жили, еще, может, кто-то там жил. Вполне возможно. Но там жили и евреи тоже. И ты, как мусульманин, этого не знать не можешь. Ты не можешь повторять пропаганду, которую тебе коммунисты рассказывали, и теперь тебе вот сейчас русисты рассказывают. Понимаешь? Это их земля тоже. Она не может, не араб приняли палестинцы. Да, когда туда переселялись, там находились другие люди, их оттуда изгоняли евреев. Но там оставались жить евреи. Их убивали там, но еще оставались там жить. Там были погромы и разное всякое. Понимаешь? Ты говоришь, только Палестина приняла. Неправда, не только Палестина. Откуда на Кавказе евреи взялись? А если их не приняли там? Это же не их исконная земля. А вот они появились там, пришли, значит, откуда-то. И жили среди нас. И не строили никаких Палестин, ну, каких-то там своих образований государственных. Со всеми сосуществовали. Зачем так нагло лгать? Так переиначивать. И в Средней Азии живут евреи, жили, по крайней мере. Зачем же так? Кто был Измаил? Вид кого его калина? Совершенно верно. Совершенно верно. Братья чеченцы, привет. Привет, Павел. Приветствую тебя. Украинский брат, приветствую. Чеченцы выбирают демократию и союзников в лице США. США, которая спасала Россию и не один раз от голода и от немцев. Нацистов, скажем так. У арабов и евреев один отец. Это братья кровные. Да, это по религии разделенные братья, да. Ну так, если посудить, по большому счету, они семиты, но мы все братья, если так посудить. От Адама же Евы все произошли, правильно? Так, здесь это ГБшная пропаганда, здесь долго ты мне это проверял мои нервы, и ты добился этого, да? В Центральной Азии жили евреи, пока не стала наступать Российская империя и устраивать погромы. Да, Фаиза, Туркестане. Я думаю, что евреев немного где в мусульманских странах ущемляли, притесняли. Я не думаю. В Европе это было, это известно. Другие факты мы бы тоже знали бы. И евреи сами об этом говорили бы, и помнили бы, и знали бы. Да, может, были где-то какие-то, может быть, но того тотального уничтожения, поголовного, так сказать, уничтожения евреев, это делалось нацистами. Мы знаем, это было. И не только это было вот в 40-х годах, и раньше было. Евреи находили убежище в мусульманских странах Андалузии. Андалусии там находили себе приют. И там занимали очень большие посты, и занимали большие руководящие должности в мусульманских странах, во всех, во многих, не могу сказать, в арабских в том числе.
Просто вот этот конфликт, который возник, да, терки, трения всегда были, но вот этот конфликт, который возник там в 47-м, 48-х годах, возник потому, что арабы просто не захотели, чтобы евреи имели свое государство. Евреи сказали, мы будем его иметь. Потому что снова 30-е года в концлагерях, которые провели 40-е года, евреи просто не хотят этого. И их можно понять, мне кажется. Нет? Спасибо, не знал, говорит. Буду учить дальше историю. Она все больше интереснее. Да, Шахзод, если вы начнете изучать вопрос, еврейский вопрос, израильский вопрос, вы много-много пропаганды разоблачите, если вы начнете глубоко изучать вопрос. Мусульмане не могут отказывать евреям. Именно по религии не могут. И знаете, почему начали говорить сионисты, Шахзод? Я немножко вам еще ликбез продолжу. Знаете, почему начали говорить не евреи, иудеи, плохие их там? Потому что иудеи не могут быть плохими для мусульман. Понимаете? Иса, Муса, все это евреи. Все это евреи по происхождению люди. Понимаете? Мы не можем быть против. Более того, это их земля. Она указывается. Их называют сыны Израиля. В Коране это говорится. Это не я говорю, это Аллах говорит. В Коране записано, что это сыны Израиля, что это их земля. Но начали говорить, понимая, что вот, то, что я сейчас узнаю, вы тоже можете легко при помощи еврейского гугла узнать. Легко. Там начали говорить сионисты. А вот это угроза. Понимаете, сионисты. А сионист кто такой? Есть Сион-гора в Израиле, в Палестине. И евреи, которые говорят, нам осточертел весь этот мир, который нас в печах сжигает, погромы устраивает, мы разбогатеем, нас быстро раскулачивают. Давайте вернемся в свою страну, на свою землю, и там создадим свое государство. И вот возвращение на Палестину, на землю вот эту, это называется возвращение к Сиону. Вот я нашхоевец, мой тейп Нашхо, наша гора называется Нашхолам. Лам это гора, Нашхлам это называется. Вот если я всем чеченцам скажу, у нас у каждого тейпа есть своя гора, у каждого свой лам есть. Если я скажу всем нашхоевцам или всем чеченцам, все возвращаемся, нас здесь все не любят, нас все убивают, грабят, давайте возвращаемся. Вот я становлюсь тогда врагом. За что? За то, что я на свою гору, на свою землю, историческую, тысячелетнюю, причем в Коране, в Библии, если бы она была записана, моя Нашхо гора, как их земля, что это земля сыны Израиля и так далее. Если я туда возвращаюсь, я враг. Для кого? Для соседей, которые там обустроились и живут. Вот мы в 44 году нас выслали, в 57 когда мы возвращались, мы для всех враги были. Для всех наших соседей, для всех, кто жил в наших домах. Понимаете? А считайте, фактически нас пустили. Только евреи дольше отсутствовали, а мы 13 лет отсутствовали. Правда, там евреи оставались в Израиле. А в Ичкерии, в Чеченской республике, в Ингушетии никого не оставалось. Всех зачистили. Понимаете? Всех. Поэтому если и тогда начали использовать не иудаизм как что-то плохое, и евреи как что-то плохое, а сионист. Понимаете? Потому что арабам не нравится, что придут люди и скажут, а у нас тоже здесь есть права. Извините, а нам деваться некуда. Во всем мире, вот в Германии они очень хорошо жили, очень хорошо обустроились, в других странах. А потом раз, и в один день наступает хрустальная ночь. Вырезают всех, убивают, грабят, расстреливают. Понимаете? Люди не хотят это терпеть. Наверное, мы должны это понять. Как минимум, понимаете? И начали называть сионистами. То есть, вот он плохой, он сионист. Никто не знает, что значит сионист. Но зато знаем, что это плохой. Вот и все. Так что вот вам еще ликбез. И сионист, в слове сионист ничего плохого тоже нет. Для арабов, которые не хотят, чтобы там жили евреи, да, это плохо. А что теперь делать? Если чеченцы с Казахстана, Средней Азии возвращаются к себе
в Чеченскую республику после 13 лет ссылки, ну, депортации. И, например, там дагестанцы живут в наших домах, русские живут в наших домах. Им это не нравится. Я представляю, как им это не нравилось. Русские проводили митинг в центре Грозного, чтобы обратно чеченцев прогнать. Это наша земля, говорили русские. Понимаете? 13 лет всего лишь прошло. Все населенные пункты, все улицы, все было переименовано на русский лад. Ни одного чеченского названия. Все башни, там, дворцы. У нас в горах были не просто сторожевые башни. Это сторожевые башни, которые остались, сохранились. Они находились в труднодоступных местах там, и так далее. У нас были целые замки, целые населенные пункты были. Из камня сложены, как здесь в Европе. Это все разбиралось, чтобы ничего не осталось в памяти у чеченцев, что у них что-то было, что-то здесь что-то жил. Все кладбища под ноль. Да, у нас надгробные плиты ставят такие. Для дорог использовали, для свинарников, для колхозов, там, для коровников использовали. Вот что делали с нами. И мы возвращаемся, а русские недовольны. Тут вернулись нашхоевцы или какие-нибудь чеберлоевцы. Хотят, ага, они к себе вернулись. Вот гады, давайте их обратно. Так получается. Надо все на себе примерить для начала. По исламу мусульманину можно жениться на еврейке. Как это, если евреи все прокляты? Да, конечно, это большой обман. По исламу можно жениться на христианке и на еврейке, мусульманину, не меняя ее религию. Она имеет право. То есть у твоего ребенка может быть родственники по материнской линии, они такие же для тебя родные, как и по отцовской, евреи, иудеями быть, христианами быть. Это наша религия говорит. Это не я говорю. Проверьте, легко проверить. Слава Богу, евреи дали Google и ChatGPT. Посмотрите. Очень интересно будет. Вы для себя откроете много нового. Вы слышите нас, чеченцев, грозненские евреи. Вы наши братья, говорит. Спасибо за ликбез. Пожалуйста, Баванетка. Когда чеченцы возвращались из Казахстана, против чеченцев были все. А евреи грозненские встречали чеченцев с музыкой. Это тоже всем известный факт. Асан, как думаешь, это евреи занесли чеченский язык, Google переводчик? Ну, если еврей, Сергей Брин, да, Брин, его фамилия, если он не захотел бы, ни одного, не дагестанские, там, аварские есть. И, конечно, это Америка сделала в первую очередь. Потому что Google это американский, и Сергей Брин это американский гражданин. Но он еврей, он иудей, он кипу носит, все как шаббат соблюдает. И так как положено все. Поэтому, конечно же, а кто? Наш язык спасают американцы и евреи. Конечно. Долгое время почему-то не вносили, ну вот внесли. Может, меня посмотрел бы телевизор. Мне вообще все равно, Артур, чем там восхищался Гитлер и кого он там ненавидел. Гитлер был сумасшедший, фанатик просто. Это сумасшедший просто садист и ублюдок был. И вот и все. Что ему там нравилось, что ему не нравилось, чем ему там евреи не понравились. Я вам скажу, чем ему не понравились евреи. Нужен был внутренний враг для консолидации. Это политическая составляющая. И нужен был враг, с которого можно поживиться. Евреи неплохо себя чувствовали. Вот у нас здесь в Гамбурге, в Берлине.
Я ходил по центральным, там, самым крутым районам, и там вот эти титановые или латунные вот эти таблички перед каждым домом, где жили евреи, здесь есть такие латунные таблички, 10 на 10 сантиметров, вот такие, как встроены в брусчатку, такие они на земле лежат. И там написано фамилия, имя, отчество, фамилия, имя проживавшего там еврея, его год рождения, концлагерь, в который его отправили, и дата его гибели, дата его убийства, смерти. И я вам скажу, евреи жили в самых крутых районах, я вам скажу. В самых центровых Гамбурга и Берлине я видел. Вот, например, на окраинах Гамбурга я этого не видел. В других местах я не вижу. А вот в центре, да, жили евреи. Значит, они жили очень хорошо. Были состоятельными, богатыми. Евреи умеют зарабатывать, умеют друг другу помогать. Как, кстати, армяне, как, кстати, чеченцы. Не надо же их за это убивать, правильно? За то, что они богаты. Нужно было их раскулачить. Нужны бабки были новой нацистской партии. Нужен был внутренний враг для консолидации. И во всех бедах обвинить евреев самое удобно. Как русские обвиняли чеченцев во всех бедах. Мы это все видели на себе. Вы просто одеяло на себя примерьте, и будет очень показательно. А не слушать пропаганду, которую говорят. Так. Искала чеченский язык, гугли, не нашла, значит, появился. Да, появился, есть уже. Вот, смотрите, еще один лжец. Ну ладно, не буду я тебя читать. Так. У тебя что-то там шумит. Не знаю. Ой, тунде, ой. Обар, гнев кяли, но. Да, берз, аук, швомадец. Евгения, Аслан, восхищаюсь вашим умом и объективностью. То раба, Евгения. Ничего особенного, просто я говорю правду, а ее говорить очень легко. У моей дочки еврейских муж араб-мусульманин. Правда, что Микоян способствовал возвращению депортированных народов? Не знаю я, Микоян или нет. Я считаю, что нет. Я считаю, что возвращению чеченцев ингушей способствовал Абдурахман Автарханов, один иорданский чеченец, я забыл, к сожалению, его имя, и один ингуш. Вот эти три человека, да, у них были еще друзья, там много они людей поднимали на это дело, и везде они трубили, везде они ходили, где появлялась советская делегация, вернуть чеченцев, ингушей на свою родину, депортация, это геноцид, ну и так далее. Поэтому я считаю, что заслуга в первую очередь как детонатора, как людей, которые боролись за главные, создавали причины, это были вот эти товарищи. А заслуга в целом после смерти Сталина, нужно было снимать с себя ответственность за преступления, которые вместе с Сталиным, Хрущев, там все остальные они совершали. Но и также будет после Путина, вы все увидите. Все начали валить на Сталина. И самое большое кровавое преступление, которое было совершено в отношении народов, это было в отношении ингушей и чеченцев. Самое кровавое преступление. Мы потеряли где-то до 70% убитыми, погибшими от холода, голода там, и так далее. До 70%. Понимаете? И они тогда были вынуждены просто после смерти Сталина, когда культ личности Сталина развеивался там и так далее, они вынуждены были, и то с оговорками, не всем,
там ничего не возвращалось, никакого имущества, никакой компенсации, ничего. И только где-то в 80-х годах был принят какой-то закон о реабилитации, по которой никто ничего, по моим данным, никто ничего не получил. Если получил, то 100% только не все и только копейки. Ну а так, чтобы кто-то что-то получал, я никогда не слышал. Вот получилось. Ну и, конечно же, нужно было перед Западом, перед Англией, перед Соединенными Штатами показать, что вот мы все сталинские преступления, от них отворачиваемся, мы к этому не причастны и так далее. Ну, вот как-то так. Так, спасибо, Шавзот, спасибо, что подписался. У нас, кстати, идет списывание подписчиков усиленно. Так что подписывайтесь, друзья. И в YouTube подписывайтесь, и в TikTok подписывайтесь. Мальсягов Зиодин. По-моему, да, Мальсягов Урмаш Чухсо. Я, может быть, ошибаюсь. Но, по-моему, он был. Мальсягов, по-моему. Значит, это был не Мальсягов. Я знаю точно, один ингуш был. Упоминался ингуш. Фамилию я просто, не зная фамилию, сейчас не буду настаивать, потому что нужно... Факты нужны, да, факты. Поэтому я вам дам эту информацию тоже до Алмова. Шалом, юзер, шалом. Алейкум Шарани Машуль. Так, друзья, мы уже почти 2 часа в эфире. Я думаю, на этом на сегодняшний наш стрим можно закончить. Друзья, подписывайтесь, распространяйте ссылку на наш стрим. Тот, кто не находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И всего самого хорошего. Я постараюсь, не обещаю, но постараюсь завтра тоже провести стрим. И я думаю, на чеченском посмотрим. Давно я на чеченском не делал. Так что как-то так. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Адикюэль маш ойль. Слава Украине, Ам Израиль Хай, God bless Америка, Живе Беларусь, Вива Грузия, Алга Казахстан и все остальные. Всего хорошего, друзья. Спасибо, Джувиш, спасибо и вам всего хорошего.